Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Возвращение к мирной жизни часто связано со множеством вызовов. От адаптации и восстановления до поиска новых возможностей для самореализации. Государственные и региональные программы, а также общественные инициативы предлагают различные формы помощи. От социальных и психологических сервисов до образовательных курсов и поддержки в предпринимательстве. Сегодня мы затронем важную и значимую тему. Какую поддержку получают участники специальной военной операции после возвращения к гражданской жизни. Какие меры поддержки работают сегодня, что уже удалось сделать и какие вызовы остаются на пути у наших героев. Обсудим, как помочь тем, кто служил, максимально комфортно и успешно построить новую жизнь. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Предлагаю начать нашу беседу с вопроса представителю Фонда «Защитники Отечества». С момента старта работы филиала фонда в республике наверняка проделана большая работа. Да, Государственный фонд «Защитники Отечества» проводит довольно обширную работу. Именно помощи участникам специальной военной операции. В первую очередь трудоустройству наша работа заключается. Мы помогаем найти, наверное, участникам, ребятам, которые возвращаются, правильный путь в жизни, да, а для этого, конечно, подходящую работу. Очень важно найти. Здесь очень, конечно, много программ. Мы проводим очень большую совместную работу с различными организациями. Государство в помощь именно участникам проводит очень много всяких мероприятий, программ, проектов, именно чтобы наши ребята нашли себя в жизни гражданской. Потом, видите, очень много разного вида. Вообще ребята приходят разные. Кто-то с образованием, кто-то без образования, кто-то с опытом работы до СВО. Но оттуда еще и возвращаются ребята с инвалидностью. И здесь необходим очень большой такой индивидуальный персональный подход к каждому. И здесь именно программы государственные оказывают очень большую помощь. То есть никто не остается без внимания, никто не остается без поддержки. Да, конечно. Каждый, кто обращается в фонд, получает поддержку, получает различные формы услуг обязательно, да. И здесь, конечно, плюс еще с нами совместно работают все наши предприятия, и федеральные, и республиканские, проводим очень большую работу. Вы с центром занятости наверняка вместе работаете? Обязательно, да? центр занятости, да, это наш... предприятиями непосредственно? Да, тоже. Центр занятости – это наш непосредственный партнер. Учебные заведения, Министерство образования, различные учебные заведения, в том числе частные, тоже с нами работают. И трудоустройство, я отмечу, что в последнее время у нас постепенно увеличивается. Идет в сторону увеличения. Хорошо, не буду пытать вас цифрами. Анна Ильинична, ваш центр ведь тоже отдельную работу проводит. То есть понятно, что центр «Мой бизнес» он направлен на поддержку предпринимателям, да, начинающим предпринимателям, тем, кто хочет себя попробовать, тем, кто продолжает. Но отдельное внимание уделяется участникам СВО также. Да, Центр «Мой бизнес» уделяет внимание и поддержке участников специальной военной операции, формированию их предпринимательских компетенций. То есть мы понимаем, что есть определенное количество участников СВО, которые после демобилизации хотят заняться именно собственным делом. Это один из таких тоже оптимальных путей для самореализации. И Центр «Мой бизнес» в этом случае представляется очень хорошей платформой для того, чтобы начинающий предприниматель получил консультацию, образовательную поддержку, а также был направлен на получение и финансовых инструментов для старта своего дела. Так, Центр «Мой бизнес» в 2025 году мы провели 2 образовательные программы. Они назывались также «Свое дело-14», это в мае 2025 года. А в конце, уже в ноябре, мы провели федеральную образовательную программу «Свой бизнес». И по итогу мы в стенах Центра «Мой бизнес» на базе Фонда «Защитника Отечества» прошли обучение 42 слушателя, получившие сертификат. И данный сертификат им позволяет
позволяет получить льготный займ в Фонде развития предпринимательства. И вот совсем недавно мы подвели итоги уже 3-й смены, это март 26 год, также образовательная программа «Свое дело 14», в ходе которого прошли обучение уже 24 слушателя. Это сами участники специальной военной операции и члены их семей. Так что думаю, что вот именно вот такое обучение, такой формат позволяет минимизировать риски на старте в бизнес и получить те знания, которые необходимы, чтобы начать собственное дело. А я правильно понимаю, что сначала обращаются в фонд «Защитники Отечества», а потом уже фонд направляет... Да, большинство, центр, конечно, да? почти все участники специальной военной операции обращаются в фонд «Защитники Отечества». Здесь, конечно, вопросов очень много, начиная с удостоверения, там, различные там, проблемы со здоровьем к нам обращаются, с документами, с вопросами вплоть до земельных, обучения детей. И вот после этого, когда участники обращаются, отрабатывает социальный координатор с ними, мы выявляем, например, да, чему он нуждается. Может, сразу трудоустройство, например, да? Тогда мы направляем работодателям или центр занятости. Вот у нас есть, например, соглашение сейчас. Больше 20 организаций заключили с нами соглашение, что будут трудоустраивать именно участников СВО. То есть напрямую предприятие. Да. И кроме Это этого... добывающие наши предприятия, наверное, тоже, да? Да, да. Промышленные. Это и транспорт, и промышленные предприятия, и много горнодобывающих. И мы будем расширять еще этот список. Вот. Все министерства, например, с нами заключили соглашение. Учебные заведения с нами заключают соглашение. И тут мы выявляем, например, да, ну, кто-то на работу хочет трудоустроиться, а кто-то есть ребята, которые хотят заняться своим бизнесом. И вот здесь у нас очень большую поддержку оказывает Министерство предпринимательства в лице вот, «Мой бизнес». И здесь я еще хочу отметить, они не все же могут участвовать именно в этой программе, да? Кроме этого, очень много программ, по которым люди могут открыть свое дело. И здесь свой бизнес, например, «Мой бизнес», он помогает, очень большую поддержку оказывает, например, обучение и когда вот люди делают бизнес-план для своего дела, вот здесь очень большая помощь оказывается. Я дополню Игоря Иннокентьевича. Да, анонсирование, конечно, было широко поставлено. В этом нам помогли социальные координаторы Фонда «Защитник Отечества». И, конечно же, наши коллеги, это заведующие Центр «Мой бизнес», которые представители Центра «Мой бизнес», находящиеся в Улусах. Они работали также с местным населением, с информацией и направляли, помогали им заполнять заявки на участие в программе «Свое дело 14». В итоге мы получили свыше 40 заявок, в ходе которого приняло участие 25 человек. То есть все равно какой-то конкурсный отбор идет? Есть проверка на соответствие положения образовательной программы. Это было сделано, проверка документов, которые были поданы. Здесь нам также помогли наши коллеги с Фонда «Защитник Отечества». И, соответственно, те, которые действительно хотели и желали пройти обучение. Это был самый главный критерий. Ну вот по поводу конкурса и обучения, это я так плавно подвожу к Наталье Альбертовне, к программе «Якутия. Земля героев», кадровая программа, которая вот уже на финальный этап вышла, если я не ошибаюсь, да? Вот расскажите, на какой она сейчас стадии, что сейчас происходит? Спасибо большое. Вы знаете, если говорить о конкурсе, то у нас конкурс был, к сожалению, а может быть и к счастью, гораздо больше, потому что в прошлом году, когда начались отборочные мероприятия, а это и тестирование, и написание эссе, и собеседование, и тестовые задания, у нас было более 500 желающих обучиться. К сожалению, мы смогли отобрать только 24 кандидата, и здесь ограничения будут такие же в этом году, наверняка будет второй набор, поэтому я все-таки их назову. Это наличие диплома о высшем или среднем профессиональном образовании. Это, конечно, необходимо было подтвердить, что ты участник СВО. Вот. Ну и, конечно, уровень вашей мотивированности, насколько человек хочет войти в управленческую элиту нашего региона, потому что программа призвана именно
подготовить элиту управленческих кадров, как сказал лидер нашей страны Владимир Путин. Поэтому да, мы стартанули в прошлом году, уже год практически занимаемся вместе с ребятами, готовим их. Это будет профессиональная переподготовка, диплом. Программа полностью согласована с Российской академией, с РАНХИКС. И сегодня мы буквально открыли последний образовательный модуль, который реализуется в очном формате. Первый урок провел Михайлов Георгий Николаевич, руководитель администрации, главы правительства. Вот. И, по сути дела, мы сейчас уже на финишной прямой, потому что планируем защиту диплома в начале мая, ко Дню Победы. Мы очень надеемся на то, что все наши ребята смогут не просто защитить свои проекты, а получить 5 с внедрением, что называется. Потому что проекты, которые они реализуют, они все-таки призваны прежде всего улучшить нашу с вами жизнь якутян. Они очень актуальны и непосредственно согласованы с главой нашей республики. Вот примерно так. Мгм. И у нас здесь вот участник, может Да. быть, расскажете о своем проекте немножко? Ну, я участник кадровой программы «Якутия Земля Героев», Анна Михаил Васильевич, начальник Вилюйской поисково-спасательной отряда службы спасения. Я раньше еще 10 лет директором школы был, и поэтому вот о образовательной программе я узнал по подписке вот, Высшей школы инвестиционного менеджмента, где вот была программа разработана, и вот начало именно поступления вот программы. Регистрация очень сложно было, регистрировались, и более 800 регистрированных было, И из них 583 в финал вышли, из них 25 человек отобрали. И вот сейчас на финальной стадии сейчас работаем. И очень интересно, потому что мы работали... Первая лекция проводил Арсений Сергеевич Николаев, сам глава республики. Я поздравил нас всех. И очень большую благодарность Высшей школы инвестиционного менеджмента, потому что такое здание, кабинеты сделали, такие красивые. Условия создали, Да, в общем, вообще все. с удовольствием приходишь, обучаешься, и свои компетенции, навыки, да. И очень много лекций, бесед, там, работа именно психологами, тренинги, очень много тренингов и по компетенциям, и личностного роста. И даже с Москвы приезжали, тоже обучали. Мы в Малой академии наук тоже были летом, учились. Вот. Поэтому очень своеобразно, очень многосторонне. И органам местного самоуправления было сперва, государственной исполнительной власти. Министерства ходили, стажировку, 6-недельную стажировку проходили. Органам местного самоуправления были, окружной администрации города Якутска. Вот, органы именно учреждениях всех. И потом в госсекторах были сейчас тоже вот последняя стажировка. Вот, отработали 6 недель тоже. Хорошо, я все-таки Поэтому- спрашивала про ваш проект, и вы мне про него расскажете сразу после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайте. Это программа «Якутия в деталях». Мы говорим об адаптации, о социализации участников СВО, об их карьере, об их трудоустройстве. И перед тем, как уйти на перерыв, я задала вопрос участнику кадровой программы «Якутия. Земля героев». Это кадровая программа, вышла уже на финал, и у каждого участника есть свой проект. Как нам рассказала куратор программы «Отшим» Наталья Альбертовна Кашперская, у каждого участника есть свой проект, который, возможно, будет реализован. Поэтому мне очень интересно, какой, Михаил, у вас проект. Для реализации проекта, во-первых, когда мы уже проходили очную сессию первую, нам дали наставников, назначали наставников. И мой наставник Садовников Дмитрий Дмитриевич, первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Вот, тесно мы вообще отработали этот проект, работы. Очень благодарен ему. И Высшая школа инвестиционного менеджмента, куратор у меня Наталья Альбертовна Шперская. И консультант по проекту и дипломной работы, первый заместитель службы спасения Республики Саха-Якутия Тарский Василий Васильевич. Всех поблагодарили? Что за Да, проект? поблагодарим. И мой проект применение новых подходов проведения поисково-спасательной работы службы спасения Республики Саха-Якутия. И что это за новые Именно подходы? цифровые, используя цифровые технологии, мы должны научиться отработать навыки поиска людей
и Искусственный интеллект использовать применить еще, искусственный да? интеллект еще использовать. И еще одним разделом еще есть у меня именно внедрение коротковолновой радиосвязи именно как пилотный проект Верхневлюс, село Тобия. Это коротковолновая связь, радиосвязь, да? И поэтому вот последние стажировки я уже отработал этот вопрос, и мы установили именно в Верхневлюске, село Тобия, радиосвязь сейчас. Уже, то есть уже опробовали, уже работает. опробируем уже. И отрабатываем. Ну, есть нюансы, которые нужно уже доработать, отработать. И поэтому уже сейчас... Почему Тобия, да? Потому что Верхневлюск и село Тобия протяженность уже 300 километров. Это 200 километров тайга вообще. И поэтому чрезвычайные ситуации, поломки машины, разных ситуаций, очень много таких случаев. И поэтому в середине дороги, где избушка, мы поставили еще зимовье, радиостанцию. И этот зимовье должен помочь людям. Вот, когда выходят, и если что-нибудь случается, ну, позовут помощь, например, да? И вот насчет этого очень благодарен Николаю Александровичу Находкину, который разработал радиостанцию РЛ тоже. И приходил с Москвы, тоже приходил радиоконструктор, это Евгений Яковлевич тоже Слободников. И он сам в личном примере показал, как можно поставить, что делать антенны. Очень интересно отработали. И вместе с нами работало еще Главное управление МЧС. Вот в этой неделе, ну, прошлой неделе. Спасибо. Да? Ага. Очень нужный проект. Мы об этом, кстати, рассказывали в новостных выпусках, так что наши внимательные зрители, наверное, сейчас не пропустили и Михаила узнали. Наталья Альбертовна, а вот у меня такой вопрос возник, да, пока Михаил рассказывал. Понятно, что вот, у вас проект связан с вашей предыдущей работой, да, то есть вы были спасателем и продолжили в этой же области. А вот количество, участники вообще в целом, они вот в основном продолжают или есть те, которые прям поменяли круто свою Да, есть те, которые хотят свою круто стратегию. изменить свою жизнь. И специальная военная операция внесла определенные коррективы в их решение. Есть, например, работники медицины, которые почувствовали выгорание свое и хотят применить себя в другой отрасли, например, в социалке. Есть люди, которые всегда занимались, например, образованием, но сейчас для них первостепенным является проект по адаптации наших ребят, которые возвращаются с передовой, и сделать они это предлагают посредством охоты и рыбалки. Ну, то есть то, что нас питает, потому что мы в Якутии такие самобытные охотники все, да, поэтому разрабатывается проект, связанный именно в этом направлении. Да, много изменений, а есть те люди, которым не хватает какого-то образования, и они параллельно пытаются учиться и дополняют свои компетентности. Поэтому вариантов очень много. И еще, наверное, знаете, самое главное, из 500 человек всего 24 человека учатся. Все остальные мы дали полный карт-бланш на все образовательные проекты Высшей школы инновационного менеджмента для тех ребят, которые сейчас находятся там, либо только демобилизовались. И они могут получить диплом абсолютно бесплатно. Таких людей уже много. Вот на днях заканчивает 18 человек. То есть те, которые не попали в эти 25, они могут бесплатно обучиться не по этой же программе, она более короткая, она более упрощенная, но тем не менее она дает право получить диплом о профпереподготовке государственное муниципальное управление. И такие ребята есть. И самое парадоксальное и удивительное, низкий поклон каждому из них, есть люди, которые учатся, находясь там, защищая целостность нашей страны. И им это все удается. То есть они находят возможность в дистанционном формате проходить обучение. Помимо Михаила у нас в гостях сегодня еще один ветеран СВО, победитель программы «Свое дело-14» Владислав Сивцев и участник программы «Якутия. Земля героев». Вот, то есть получается и «Якутия. Земля героев», да, и вот и «Свое дело-14». Расскажите о вашем проекте, пожалуйста. Добрый вечер всем. Мой проект – это производство и продажа изделий из натуральной кожи ручной работы. Ассортимент, пока у меня не такой большой, потому что я начал буквально вот 1,5 месяца назад. Пока у меня так кошельки, карт-холдеры, ремни, но в будущем я, соответственно, буду масштабироваться. Как раз-таки вот полученный грант в этом мне поможет в покупке оборудования
Ага. Также на образование вот мне подсказали то, что можно делать, оказывается, еще и седла для наездников. То есть это имеет очень большой спрос здесь у нас в Якутии. Вот. А как вообще возникла эта идея? Вы увлекались до этого кожаными изделиями? В семье, может, кто-то занимался? Или это вам в центре подсказали, что можно вот такой нишей заняться? Как вообще? Нет, эта идея? идея пришла вообще как-то вот так вот, знаете, типа во время обеда. Да, я там маме, по-моему, сказала, вот хорошо было бы заняться там чем-нибудь руками, там, ну, допустим, делать ремни, да? И вот под Новый год она мне подарила сертификат, получается, на посещение курса по изготовлению из натуральной кожи. Сходил, и первый курс у нас, получается, был это, мы делали ремень. Я так посмотрел на него, кайфанул с этого. Вау, говорю, это ж можно, ну, на этом бабки зарабатывать можно. Вот так вот. Ну, первые заказы, конечно же, я своим близким делал. Они в этом мне очень сильно помогли. Ну, дальше буду, соответственно, масштабироваться через соцсети, и через несколько лет, я думаю, я буду уже именитым мастером здесь у нас в Якутии. А название есть у бренда вашего? Нет, будущего? пока все в работе. Нам как раз-таки на проекте подарили сертификат, который как раз-таки поможет в создании, по-моему, да, логотипа Да, бренда. да. Ага. Что за сертификат? У нас были партнеры программы, которые непосредственно предоставили свои сертификаты на те или иные услуги. И один из них – это сертификат Школы креативных индустрий Якутского художественного училища на изготовление логотипа или брендбука для участников программы, по которому они могут заказать для себя вот дизайн своего логотипа. Тоже очень нужно. Кроме вот этой То есть услуги. это в подарок, Это получается, в подарок, да. Кроме этого, Это вам бесплатно нарисуют конечно, Да. да. И кроме этого, наши другие партнеры предоставили также сертификаты. Это и компания «Полоскун», это и компания «Тайга Якутии», это сделано в Якутии. То есть Байдам УЗ, наших партнеров было достаточно большое количество, которые тоже своим образом поощрили наших участников. Проекты были очень разнообразные. Владислав вот рассказал именно только о своем проекте, а конечно. таких было очень много. Это был такой проект, как организация аэросъемок с дрона, например, вот. И член комиссии, руководитель турфирмы «4 сезона» уже предложил коллаборацию, сотрудничество с данным участником. Программы, касающиеся туризма, у нас было несколько, сельского хозяйства, разведения крупного рогатого скота, организация открытия агрофермы в Хангаласском Улусе, мясных продуктов в Намском районе, копчение мяса в селе Маган. Это и касающиеся предоставления услуг проката одежды, ретро-одежды, организация пространства для детей, развития творчества. То есть вот самые разнообразные проекты, И которые... это все проекты участников СФО, Да, да, я перечислила вот именно те, которые были непосредственно вот сейчас в марте защищены. И вот участники в течение 5 дней смогли свою вот изначальную вот такую вот бизнес-идею упаковать и рассчитать в виде бизнес-проекта, не только сказать на бумаге, да, но и понять, как стартовать именно, какие маркетинговые инструменты можно использовать для того, чтобы успешно развить свой бизнес. Вот это было самое нужное им в данный момент. Владислав, Пришел что с- было нужное? самое Пришел с нужное? идеей, а уже ушел с полным, так сказать, бизнес-пакетом. То есть все по полочкам нам разложили, где что вложить, куда что нужно узнать. То есть полностью до нас все знания донесли. Ага. Ну, то есть на руках прям дорожная карта, прямо иди и делай, да? да. Получается. А до этого вообще хотелось бизнесом заняться? Или вот это вот участие в проекте поменяло как-то что-то? Нет, конечно, хотелось что-то своим заняться, но я не находил что-то такое именно свое, что было бы мне по душе. Вот. И как раз-таки вот это вот производство кожаных изделий, ну, я в этом вижу свою страсть, честно говоря. Когда я что-то делаю, я как будто, знаете,
улетаю куда-то в космос. И ничего не принесли с собой показать? Нет, к сожалению. Ремень не Не, я свой? я без ремня. Без ремня. Ага. Ну, хорошо. Но на защите изделие же показал свои. Да, на защите, конечно, Перед у меня комиссией, перед комиссией это вот, подготовился, показал. были предоставлены. Многие приносили свои изделия. У нас прошла обучение участница СВО, которая долго думала, что же она может. То есть свою первоначальную идею она решила не продолжать. И вот думала, на чем же остановиться. И как раз вот пройдя небольшой вот курс, поняв, что и как, она выбрала монетизацию своего хобби, это вязание мягких игрушек. И вот как она рассказывала, что будучи на передовой, в блиндаже, в окопе, она сидела, вязала, и это ее успокаивало. И вот она решила это продолжить и, соответственно, сделать это своим дополнительным доходом. А также у нас прошел обучение Тарабукин Эдуард. Это хомусист, который хочет тоже масштабировать свое личное занятие, личное свое хобби изготовления хомусов. И вот он показал, сыграл и тоже рассказывал истории, как он с помощью нашего якутского хомуса успокаивал воинов на передовой, каким образом вот хомус может влиять положительно на человека, на его состояние. Да, есть такие даже медицинские исследования, есть такой термин Да, органотерапия, о том, что вот как-то он гармонизирует звуки хомуса вообще нервную систему. Поговорим обо всем этом после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия в деталях». Говорим про адаптацию, социализацию участников СВО. Перед тем, как уйти на перерыв, обсуждали бизнес-проект, возникший в результате программы «Свое дело-14» у Владислава Сивцева, участника СВО. Владислав, а вот поучаствовать в программе «Якутия. Земля героев» не думали? Думал, конечно, да. Я вот хотел спросить, а вот эта вот победа в этом проекте даст мне плюс балл? Нет, к сожалению, эта победа вам даст только возможность зарабатывать деньги. И я вам этого желаю, монетизировать свою мечту. Но здесь, знаете, нужно решить, наверное, для себя вашу профессиональную траекторию. То есть либо вы идете по пути развития собственного дела, и это заслуживает большого уважения, либо вы все-таки выбираете путь служения государству. Да. Это немного другой формат, это совсем другие позиции, другие навыки. Поэтому для себя нужно решить, что вам подходит больше. Потому что если вы идете вот по пути, который выбрал Михаил, это путь тоже очень тернистый, очень сложный. И вот сегодня буквально на первом уроке нам сказали, что если вы уже выбрали этот путь, вы взяли на себя ответственность, взяли на себя обязательства, и свернуть с этого пути практически невозможно, потому что за вами стоит команда, которая в вас поверила, и стоит республика. Спасибо. Я бы хотела добавить, да, что в формате программы были организованы встречи с предпринимателями. И одна из таких встреч оставила очень большое впечатление для наших участников. Это когда к ним в гости пришли бывшие участники, выпускники предыдущей программы «Свой бизнес». Это Керемясов Владимир и Алексей Захаров. Алексей Захаров победитель, а Керемясов Владимир участник. И вот молодые... И у них уже свое дело есть. Да, молодые люди, пройдя обучение, открыли бизнес-кластер. Вокруг себя они сплотили около 30 участников специальной военной операции, и каждый по своим направлениям открыли свой бизнес. И вот они сообща реализуют эти направления. Это и изготовление различной мебели, сэндвич-панелей, кузнечное дело, ритуальные услуги. То есть направлений несколько, и в планах у них только расширение. И вот возможность именно, видите, за столь короткий срок, как парни смогли реализовать свой бизнес-проект, заслуживает многого. И участники встречи спрашивали, а как вы это смогли, как у вас это получилось? И вот они делились этим своим
опытом. Поэтому я думаю, что у всех участников специальной военной операции именно консолидация, сотрудничество друг с другом, сплочение дает такой положительный выхлоп, особенно в таком направлении, как предпринимательство. Ну, некая синергия возникает. Да. Владислав, кстати, вы как вот с другими участниками в процессе конкурса? Ну, так довелось, то, взаимодействовали? что мы вот за одним столом, где мы сидели, там были все мои сослуживцы, ну и мама плюс. Но контакт со всеми другими участниками мы сразу наладили в первый же день. То есть все были максимально отзывчивые, все были максимально приветливые. Да, также спасибо организаторам. То есть чувствовался большой и очень уровень организации. Очень вкусные бутерброды были, да, я вам скажу. Это важно. Это важно, это очень важно, да. Я добавлю, да? Поэтому, очень много ребят сейчас заинтересованы, вот я отметил, да, открытие своего дела. И здесь у нас есть вот министерство свои программы открывает, да? Вот, например, соцконтракт Министерства труда, он выделяет именно под участников СВО определенную квоту. И сейчас уже, например, Газфонд защитника Отечества дает рекомендации для участия в соцконтракте. И у нас на данный момент больше 10 человек уже прошли, получили рекомендации, будут участвовать в соцконтракте. Сейчас на данный момент Минсельхоз тоже свою программу. Что такое соцконтракт? Шифруйте для зрителей. Соцконтракт это давно работающее Министерство труда программа, которая помогает гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, открыть свой бизнес, свое дело и самому обеспечить пропитание, скажем, да, для своей семьи. Ну, то есть, грубо говоря, деньги. Финансовая помощь, скажем, да. Но тут, конечно, не только финансовая помощь, и обучение, и все сюда входит. Вот. И здесь вот и участники СВО заинтересованы. Довольно много человек. И Минсельхоз, например, у него своя программа «Агромотиватор» появилась именно для участников СВО. С прошлого года работает. И на данный момент, вот говорю, уже больше 20-30 заявок уже, граждан, участников СВО, которые интересуются этими программами, уже имеются. Ну, то есть, а в фонде, получается, все это аккумулируется, да, и участник, обращаясь в фонд, он получает информацию обо всех программах. Да, мы направляем, в первую очередь работаем с человеком, да, мы видим, что ему нужно, помогаем ему найти информацию, направляем, куда ему нужно. Вот, и совместно вот с организацией мы проводим большую... то есть такая точка входа, помощь. как единое окно. Да. Потому что, когда вот только фонд открывался, мы, по-моему, в этой же студии обсуждали, да, что он будет делать, на что это будет направлено. И, конечно, функций фонда очень много. Ага. Вот это только одно направление, скажем. Ну, а также добавлю, Игорь Накентьевича, да, что есть портал мойбизнес14.рф, это портал нашего центра «Мой бизнес», куда тоже можно с телефона зайти, и там есть специальная страничка, специальный ярлычок, это меры поддержки участников СВО, где очень оптимально, системно расположена информация по всем мерам поддержки. А наши консультанты уже непосредственно на Кирова 18Б могут словами рассказать о всех мерах поддержки не только Министерства предпринимательства, торговли и туризма, но и других наших министерств. Ирина, вы знаете, я смотрю на эту вообще на тему нашу немножко шире, да, потому что, по большому счету, грубо говоря, всех людей можно разделить на работодателей и наемных работников. И вот то, о чем говорит Анна Ильинична, это мы готовим работодателей. То есть впоследствии, может быть, если ваш бизнес будет расширяться, у вас появятся те ребята, которые придут к вам в качестве дополнительной силы, да, и, скорее всего, это будут ваши сослуживцы. То же самое у нас, потому что многие ребята реализуют, например, проект «Свои кадры в сельском хозяйстве». Понимаете? То есть он рождается на уровне органа исполнительной власти, но тем не менее для своих, для ребят, которые пришли со специальной военной операцией. Поэтому, по сути дела, мы все делаем одно большое дело. Да. Мы готовим базу для тех, кто сейчас находится на передовой и придет. Да. И, может быть, с удовольствием вольется в эти ряды либо наемных работников предпринимателей, либо пойдет наемным работникам к вам. Для реализации проекта большую благодарность хочу сказать генеральному директору Саханнефтегазбыт Лебедеву Виктору Николаевичу за спонсорство. Вот такое дело.
Потому что вот этот проект будет внедряться, пилотный проект, а потом дальше будет внедряться на арктические улусы. Вот Но это там именно без- радиосвязь. Потому что сейчас, же, сами знаете, сейчас все равно война идет. И поэтому и спутниковые телефоны сейчас уже не работают, и поэтому очень связями вот проблема стала. И поэтому это уже, вот как мой наставник сказал, это уже нужное дело. Да. И поэтому будем внедрять. То есть, а он решает ваш проект проблемы связи за счет вот... Конечно, Да. конечно. Особенно, когда глушилки работают, эта связь остается. Она будет И работать. она поможет спасать жизни людей, которые оказались в сложной ситуации. То есть она на каком-то другом Ну, принципе коротковолновой. основана. Да, Волна. коротковолновая связь. Именно. Ну это как все новое, это хорошо забытое старое, да? Ну, Мы же можно и так это, сказать, да. как можно так сказать. Ага, Потому что можно. раньше было же это. Все сняли, потому что приобретением этого спутникового телефона, да, и этого телефона, но связи сейчас становятся еще слабее. И поэтому сейчас уже идем радиосвязь уже. Поэтому нужны. И вот те места, которые здесь, далекие места, да, которые труднодоступные, это сейчас это использовать, это радиостанции очень нужные. Станция РЛ, например. И поэтому уже в дальнейшем будем отработать этот момент. Мгм. А искусственный интеллект вот там в какой части будет Ну, это применяться? искусственный интеллект, это тоже разнообразие, потому что вот по поисковой работе именно мы работаем создание карты единой платформы. И мы, когда будем искать людей, там будет уже искусственный интеллект помогать. Насколько он возраст там, да, сколько человек, у него что болит, у него нога прямая, не прямая, что там у него, да, сердце, сколько лет, да, и ветер, снег, там все будут отрабатывать и сказать нам тоже, помогать. Вот, какой дальности он может пойти, там это. Сколько он мог пройти за сутки. Все параметры. Учитывать. Это первое. А второе, беспилотные квадрокоптеры, там беспилотная авиация, тоже беспилотные силы, да, вот именно. Они тоже будут отрабатывать в следующий момент. Они будут пролетать через вот это, да, координату, где человек пропал. А потом этот искусственный интеллект, он будет сам находить. Где Анализирует и находит. где человека видел или человека, какой-нибудь. И будут уже отправлены поисковые группы на эту координату, которую вот искусственный интеллект уже будет говорить уже. Вот на этой координате, вот человек, вот, например, из-за этого. Тепловизором, там, этим, там. И поэтому дальнейшее развитие это будет уже. Хорошо. Ну что ж, спасибо вам большое. Мне кажется, вот можно было чуть раньше зафиналить на словах Натальи Альбертовны, тогда мы бы не услышали, как искусственный интеллект применяется. Но действительно то, что вот все эти проекты, даже не то, что проекты, да, что все это между собой связано, и все это работает на одно общее дело, вот это, конечно, очень здорово. Ну и вот я лично в очередной раз убедилась, что современный руководитель или современный бизнесмен – это человек, который не действует по шаблонам. Да? И в первую очередь, конечно, это касается участников специальной военной операции, для которых важно, чтобы человек, который взял на себя ответственность и быстро, оперативно реагировать, отвечал на вызовы, решал проблемы конкретных людей. Желаю вам успехов. Всем вам в ваших начинаниях, особенно Михаилу, особенно Владиславу, Спасибо большое. чтобы, Спасибо. да, Спасибо чтобы вам. бизнес ваш процветал, масштабировался и ширился, чтобы в следующий раз с рекламой к нам пришли на НВК размещать. Вот. И вам, чтобы действительно нужный очень проект, чтобы он был внедрен по всей Якутии. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.